государственной регистрации уставов муниципальных образований, сельских поселений и муниципальных правовых актов по изменению устава муниципальных образований. Данная тема, она главным муниципальных образований знакома не только теория, но и практика. Тема уже несколько обсуждалась много раз. Поэтому я, наверное, скорее всего, просто коротко расскажу сам порядок государственной регистрации и, наверное, акцентирую внимание на какие бывают замечания у специалистов при оформлении документов, при регистрации уставов муниципального образования. Ну, то есть у нас порядок государственной регистрации регламентирован 131 федеральным законом, это об общих принципах местного самоуправления, 97 федеральным законом о государственной регистрации уставов муниципального образования. И так, первый этап начинается с подготовки проекта решения о внесении изменений в устава муниципального образования или о принятии устава муниципального образования. Специфика в том, что получается проект должен быть обнародован и должен быть четко соблюден минимальный 30-дневный срок. То есть с момента принятия проекта и принятия в окончательной редакции устава муниципального образования или решения о внесении изменений в устав муниципального образования должен соблюден минимальный 30-дневный срок. То есть решение должно быть принято на 31, на 32, на 33 день. Ну, максимального порога законодательства не закреплено. Второй этап — это получается проведение публичных слушаний. То есть получается при оформлении самого протокола публичного слушания на практике, получается, когда предоставляется в управлении Минюста на регистрацию документов, протокол публичного слушания должен закреплен количество участников публичного слушания. Затем, если инициатором публичного слушания является, предположим, глава муниципального образования, должна на протоколе публичного слушания должна стоять печать администрации. Если инициатором публичного слушания является совет депутатов, то должна стоять печать совета депутатов. Затем, получается, после проведения публичного слушания проводится сессия совета депутатов, на которой уже принимается решение принятия устава муниципального образования или решение о внесении изменений и дополнений устава муниципального образования. На практике, когда предоставляется выписка из протокола сессии совета депутатов, специалистами иногда допускается, получается, ошибка просто в самой выписке из протокола, когда идет вся процедура, чисто из-за, скорее всего, из невнимательности указаны неверные даты обнародования или неверные даты проведения публичных слушаний. Выписка из протокола сессии совета депутатов, получается, должна идти за подписью председателя совета депутатов и должна быть закреплена печатью совета депутатов. Решение совета депутатов прошивается, проставляется печать совета депутатов, также прошивается актуальная редакция, прошивается и, получается, закрепляется печатью совета депутатов. Ошибки при предоставлении на регистрацию указанных актов, это, получается, иногда просто решение актуальной редакции прошивают вместе. Или в последнее время ошибки возникают, когда внутри решения под подписью главы муниципального образования ставится печать совета депутатов, а наоборот, если прикреплена бирка, прошита пронумерована, стоит печать администрации. Это неверно. То есть, получается, на решение актуальной редакции должна стоять печать совета депутатов. Так, получается так. Здесь сказали, что имеется таблица несоответствий уставов муниципальных образований. Вот эта данная таблица, она размещена на сайте Совета муниципальных образований. Сейчас на данное время, получается, у нас количество уставов муниципального образования, которые не соответствуют федеральному закону и законам субъекта Российской Федерации, у нас, получается, составляет 12 уставов муниципального образования.
перечислять я, скорее всего, муниципальное образование не буду, потому что они сами уже знают, мы с ними работаем. Может, какие-то вопросы есть? А публичные слушания должны после проекта устава, в течение которого времени? Ну, законодательством вот это промежуток, он не рассматривается. Но просто в рамках так, логики, просто бывает иногда, что обнародует проект и смотришь по публичному слушанию, чуть ли не в этот же день обнародования, получается, проводят публичное слушание. Я, например, считаю, что это не совсем логично, потому что у населения нет времени ознакомиться с проектом. Поэтому где-то 10-15 дней. Так, Ну, где-то так, да. Еще какие-то вопросы? Сергей, на это какие-то последние новшества, поправки в 131 закон, другие федеральные законы, наши бурятские законы? Ну, получается, законом Республики Бурятия, так, 1960 был закреплен порядок избрания главы муниципального образования для поселений. Это получается на конкурсной основе. Сейчас наоборот, получается выбор ввели. Плюс выборы. Плюс выборы. То есть получается, глава может избираться на муниципальных выборах или идти на конкурсной основе. Но это же не обязывающая норма. Да, это не обязывает, это уже на усмотрение муниципального. Сколько к вам вот, в связи с принятием этого закона уже какие-то обращения были? Хотят менять уставы? Только с телефона жили пока. Как акцептируется? Кяхтинский район у нас двое глав созревают в эту сторону, они хотят перейти обратно на выборы. Они звонили, да? Ну нет, большинство муниципальных образований звонили, спрашивают, может быть, нет. И какую Мы им вы советуем просто, если вы принимаете решение, вы отправляйте проект решения на изменение устава на правовую экспертизу, чтобы было спокойно там, не спала. Еще вопросы, коллеги? Регистрация уставов по поправкам. Так, еще такой, чисто с практической точки зрения. Если у нас во многих муниципальных образованиях внесены куча поправок, да, это и приведение с ФЗ, либо какие-то свои новые нормы заложили. Таким образом у нас устав раздут этими поправками. 5, 10, 15 поправок. Наверняка есть такие примеры. Может быть, есть уже назрела необходимость принятия устава в новой редакции, в полноценном виде. Да, ну это тоже на усмотрение муниципального. Тут какие-то требования, особенности есть? Получается, у нас на практике муниципалы иногда специалисты не понимают отличия принятия нового устава и принятия устава новой редакции. Так, получается, новый устав – это основной документ. То есть признает получается, при регистрации нового устава муниципального образования признается утрачиваем силу старого устава. А при регистрации, получается, устава новой редакции, это идет как изменение действующего устава. Поэтому здесь нужно понимать эти отличия. Какие-то вопросы будут? Еще раз, извините. То есть процедура та же самая? Ну, процедура, получается, по пакету документов отличается. Если мы принимаем, допустим, устав, новый устав, получается, предоставляется устав. И так, получается, предоставляется заявление о проведении, заявление о направлении на государственную регистрацию устава. Затем справка на протокол публичного слушания, выписка из протокола сессии Совета депутатов, устав новый. И получается, для признания утрачившей силы нужно для погашения устава старый устав. А если мы, например, получается, будет регистрация будет проводиться уставу новой редакции, представляется так, устав новой редакции и плюс действующий устав не предоставляется. Это будет идти как регистрация изменений и дополнения устава действующий.
соответственно, вы уже ранее зарегистрированы. Да, ранее зарегистрированы. Так, еще на практике мы сталкиваемся с такими вопросами. Например, стоит ли в устав вносить все порядки, которые относятся, утверждение которых относится к полномочиям представительного органа. Например, порядок проведения опроса, порядок избрания старосты, порядок, не знаю, там, выплаты заработной платы, там, порядок материального или еще какого-то материального стимулирования. Или же делать отсылочную норму и отдельно решением. Возможно, отсылочная норма, но каждую норму надо смотреть. Но так, по большому счету, уже то, что должно быть закреплено в уставе муниципального образования, это закреплено в 31-м федеральном законе статье 44. Ну, это я опять же обязательный норм. соглашусь, что эта статья 44 не закрытого характера. По большому счету, если захотеть в устав муниципального образования, можно очень много носителей, потом также Ну, то есть тогда в общую такую рекомендацию можно дать, что если отсылочную норму в уставе обозначить, да, что старосты, в сельском поселении каком-то институт старост вводится, введен, но положение о порядке, о правах его обязанностях, об оплате труда, там, о порядке взаимодействия отдельным решением. Да. То есть отсылочная норма, в принципе, такой принцип. Ссылку на У нас уже статью такие внесения изменения изменений проходили. на порядок градирования. И таким образом не утяжелять устав. Да. Так, еще вопросы? Хорошо, спасибо. Спасибо, Евгений. Так, Евгений Алексеевич, главный специалист комитета информационных технологий, скажет об использовании информационных технологий в муниципальном управлении. Алексеевич, по времени сколько у нас? 5-10. Так, мало? Может, нам Сараева тогда? Давай 15 класс. Там Сараева вызывает? Хорошо. Здравствуйте, я расскажу вам об информационных системах, которые используются в муниципальном образовании. Первая система – это электронный документооборот. С 2011 года в исполнительном органе власти эксплуатируется система электронного документооборота. В 2016 году к ней присоединилась МФЦ и все администрации муниципальных районов. Порядок работы в соседи определен регламентом, который утвержден приказом администрации. Далее. Обращаю внимание, что все письма в адрес органов власти должны направляться только через 60. Если письмо не зарегистрировано в системе, все, орган власти может не принять такой документ. Есть такое право. Кроме того, необходимо отметить, что в цель предназначен для обработки информации ограниченным доступом, если есть персональные данные. Потому что надзорные органы регулярно проводят проверки по выявлению такой информации в цель. Вторая система – это обращение граждан на территории предприятия. Она внедрена в 2014 году. И порядок работы всеми регламентом. Контрольным комитетом главы Республики Бурятия также проводится мониторинг по выявлению нарушений регламента. По этим системам. Далее пойдет система. Цель системы обращения граждан – повышение эффективности рассмотрения обращений граждан, унификация процессов рассмотрения обращений граждан, придание юридической значимости электронным документам, снижение количества обращений, содержащих вопросы, на которые многократно давать ответы по существу. И следующая система – это система оказания государственных услуг. В декабре 2014 года администрация главы ввела в эксплуатацию единую информационную систему оказания государственных муниципальных услуг, электронные услуги Республики Бурятия. Также есть регламент работы в распоряжении администрации. Задачи системы – это направление межведомственных запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия федерального органа исполнительной власти, предоставление ответов на межведомственные запросы через МЭФ по сведениям, находящих в ведении исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований, получение заявок на государственные услуги с единого портала госуслуг,
и получение в электронной форме заявлений в приложении к ним. Государственные услуги принимаем в ГБУ ПЦ и отправку с исполнением. Тут хотелось бы отметить то, что срок предоставления ответов на межведомственный запрос, если вам органы власти направляют запрос в этой системе, срок составляет 5 рабочих дней. Комитетом проводится мониторинг в этой части подготовки органов ответов. Напоминаю, что в соответствии со статьей 563 Кодекса административных нарушений, нарушение срока подготовки и направления ответов на межведомственный запрос при составлении государственных услуг влечет наложение административного штрафа. Ну вот статистика при обращении с входящими межведомственными запросами. Состояние 16 сентября. Красный. Красного, вот, например, Тункинский, Джидинский, Акинский и Закаменский район представили ответы на межведомственные запросы не по одному. Мы неоднократно отправляли писем ваш адрес. Это 11 запросов, получается, было. 11 запросов было. По Акинскому району 11 запросов, да, имеется? Да, по Тункинскому 171 запрос и ни один не отработал. Обратите внимание на нас. Нам в адрес комитета налогов ежемесячно предоставляет Росреестр информацию по этим запросам. На Росреестр у нас в данное время, если запрашивают, извините, я вас перебил. В данное время в Росреестр у нас запрос ведет на бумажном носителе. Хотя, в принципе, у нас уже так оно и есть. Но с тем, что у нас оптико-волоконной связи нет, входящий сет, возможно, да, и некоторые проходят, некоторые нет. Соответственно, мы отправляем обратно документ уже в бумажном носителе. Это у вас из администрации или Да. в администрации у вас интернета нет? Ну, так вы же сами должны уже знать, что у нас в данное время, кроме как входящего седа, Ну у вас же нет. Почему? У вас же есть система услуги .gfb.ru. есть. Вот через эту систему и оказывается межведомственный запрос. Но когда как бы там либо интернет не постоянный, некоторые не обработанные остаются. Хорошо, я еще отдельно разберусь. По поводу услуг в электронном виде. По включению главы необходимо достичь в этом году доля поданных граждан заявлений в электронной форме к декабрю 50%. Согласно данным Госуправления, которые вы вводите сведения, за третий квартал составляет 4,44%. Также главой республики утверждена дорожная карта внедрения лучших практик национального рейтинга инвестиционного климата. Согласно дорожной карте пункту 3.5, доля заявлений на регистрацию прав собственности, направленных по электронному в общем количестве заявлений, поданных исполнительным органам власти и органам местного управления, должна составлять к концу года 70%. На данный момент заявление от МСУ составляет 6,4%. Это нам представил такие сведения управления Росреестра. Далее по государственной автоматизированной системе управления. В данной системе необходимо вводить сведения о государственных услугах ежеквартально. Срок предоставления сведений по форме 1МУ не позднее 30-го календарного дня после учетного периода, согласно приказу Росстата. Какие там сведения? Там сведения о предоставлении государственных муниципальных услуг. Сколько было заявлений? То есть это уже отчет Это отчет по госуслугам. И хотел вот это выполнение формы 1МУ за третий квартал. Кировинский и Ижевинский не заполнили совсем сведения ни по одной услуге. Заиграйский, Володинский, Парамиканский, Селиминский, там некоторые сельских поселений не заполнены. Ну, частично, либо частично заполнены. Ну, хотелось отметить то, что заполнение формы 1МУ
влияет на рейтинг субъекта Российской Федерации, который представляет нам федеральное казначейство. У меня, в принципе, все. Там частично по некоторым услугам не заполненного сведения. По поселениям или району? Там по району. Хорошо, понятно. По-моему, там по управлению по образованию. И эти данные представляются куда, к вам или же... Это система казначейство? газуправления, есть специальный сайт всероссийский, газуправления. Казначейство будет как мультивидить постоянно, да? Да. Так, еще вопрос. По единому дню рассмотрения обращений граждан 12 декабря. Кто-то можете дать комментарий? Это тоже связано же с какой-то информационной системой будет? Но По я линии нашего контрольного комитета. вам поэтому сказать не могу, это могу номер дать, с кем переговорить. Это Дмитрий Владимирович Свириденко. Можете записать номер 21 2047. Нет, это мой коллега по дню обращения граждан. 21 2047 Свириденко Дмитрий Владимирович. По району кого сейчас, Не понял, что? По этой имеете? По этой, да, ко мне 22 2064. Еще раз. 22 2064. Евгений Алексеевич, да? А это один отчет получается, да, форма один? Да. Там по каждой услуге есть форма 1. Предоставляет информацию, вообще работают с этими системами автоматизированными только администрации района. По 1 могут, сельское поселение могут. Могут? Да. Практика как в республике. Но если нет интернета, то сельское поселение предоставляет в район администрации это не заполняет. Учитывается свобода, да? Да. По А всему мы, району. если где есть интернет, то сами сельское поселение заполняют. То есть они должны зарегистрироваться? Да, пройти регистрацию, получить доступ к системе, как честно. Так, еще вопрос. По СЭДу какие наиболее прогрессивные районы у нас нормально работают и какие районы, так сказать, позади? Но у меня по СЭДу такой статистики. Статистики нет? Практически все районы более-менее стабильны сейчас. Практически, да, работают, сейчас все работают. То ли у вас У нас по СЭДу только прием корреспонденции мы отправляем на электронную, либо факсимильную. Александр Аркадьевич, у вас как по МУИ, у вас интернет более-менее уже стабильный? Плохо, конечно, но есть. Не, ну как плохо, у вас железная дорога, там все равно как бы прогресс. Ракетам реально же интернета не было. Скорость надо. Ну а по СЭДу вы документы смотрите? Вам секретарь, либо делопроизводство, общий отдел печатает в бумаге. Вы смотрите, наносите резолюцию, даете поручение, они дальше забивают машину, да? С планшетами кто-то у нас глава работает, не работает? С планшетами, да. Работает. Так, еще вопрос. И общий вопрос, возможно, вот у нас в основном, я так слышу, что во многих районах мы получаем представление от прокуратуры насчет, ну, возможно, это не ваш вопрос, но я бы хотел все равно озвучить, к сайту администрации. Допустим, в некоторых районах вкладка какая-то есть, в других районах нету. В одних районах одна есть, в других районах нету, поэтому и начинается вот, держите шаблон этого района. Вроде бы заходишь, смотришь, в конце концов потом от них же получаешь, что у них, допустим, чуть-чуть не разработан тот или иной вкладкой, либо ну, общая какая-то структура была бы для нас общая, для того, чтобы можно было сказать, вот этот наш единый сайт шаблонный, предоставленный, по этим вкладкам мы работаем. Было бы, ну, вот, неплохо, если бы один разработан какой-то макет сайта для всех районов был, а не так, чтобы каждый район на своем уровне договор делает с разработчиком сайта, разрабатывает как свой. Евгений Алексеевич, не ответишь? Ну, вообще у нас по сайтам, Наташа, можешь ответить? Да? Есть 8-й федеральный закон, ЗЭК-8, там прописано все, Что должно быть, быть на сайте. Да. Согласно этому федеральному закону размещается информация
Ну, я могу прорекламировать сайт Хабаровского района. То есть там он неоднократно занимал первые места, я проводила конкурс. Это самый полный, самый... У вас стратегии не бывает? И у них есть отдельно Это программисты. не было? Ну, там все равно какие-то упущения бывают. Упущения есть, Не конечно. своевременно что-то размещаем, но то, что вы говорите, создать там какой-то макет для всех, ну, навряд ли. Это какой-то скелет, скажем. Ну, Есть же у каждого района нюансы все. Да, кто-то, ну, Кабанский, Баргузинский, Прибайкальский район, они приоритет дают там туризму, да, гостей приглашают, союз достопримечательностей. Ну, к примеру, как бы акцент в этом. Но общий скелет, да, то есть обязательные нормы, обязательные разделы, странички, да, окошки вот эти, они, наверное, Есть у нас портал республиканский gov.ru. Там у каждого муниципального образования, у каждого района есть своя страничка. уже не можешь показать? Да. Открою, пожалуйста. И на этой страничке у каждого муниципального образования по 8-му федеральному закону все вот эти, все обязательные, они там вкладочками прямо обозначены. Вот то, что там есть, то и должно быть у вас. В основном, например, если я курирую какой-то район, я смотрю, несвоевременно размещают информацию о самих себе. То есть глава сменился, специалист сменился, там в поселении кто-то поменялся. То есть вот эта информация всегда устаревшая. Документы не всегда размещают все, которые должны быть. К примеру, открыли Баргузинский район, да? Ну вот видите, вот структура, территориальные органы, это все по 8-му федеральному закону, вот эти все вкладочки должны быть обязательные. Они должны быть у вас на сайте. Да, Баргузинское руководство. Вот они поменяли, у них глава изменился, глава муниципального образования Балуев Алексей Леонидович. Затем у них здесь вот сельские поселения. Обычно у нас у сельских поселений на сайте не хватает денег, да? Странички вся информация о сельском поселении находится на сайте района. Но здесь должна быть не общая информация, а прямо вот со всеми документами, с уставами. Устав тоже так же. Да. Все те же самые требования, что и к районному сайту, такие требования. К поселенческому сайту. Но обычно как укладывают? Устав в электронном варианте вложили, все поставили. Так получается. Открывать, скачивать, смотреть, получается. Да, вот так. Да. Все документы, которые утверждаются в поселении, они все выкладываются на сайте. То есть, в принципе, здесь шаблонов уже никаких не нужно, вся информация, она прописана в законе. То, что в законе прописано, кто с вас и спрашивает. Вы сразу разработчику сайта при проведении конкурса тех заданий должны, наверное, эти все тонкости. Опять сложность интернета, наверное, у нас и выходит, пока информацию представили, допустим, где-то как материалы по схеме территориального планирования, по генеральному плану. Те емкие документы, это надо обязательно на большом носителе и загружать это, насколько понимаю, что и в городе для сайта разработчиков тоже некоторое время очень занимает. Соответственно, время проходит, а время дается буквально небольшое по представлению, но просто в некоторых случаях просят уже в маленькие сжатые сроки все разместить, тогда, наверное, поэтому у нас немножко выпадает. Еще бы хотел добавить по поводу государственных служб. Необходимо провести актуализацию по поводу государственных служб. Просто мы провели анализ, есть некоторые услуги, которые не являются государственной службой. Например, есть такая услуга в Вадиме, не помню какого района, называется обращение граждан. Обращение граждан не является услугой. Есть там услуга устной консультирования по юридическим вопросам. Это тоже не является услугой. Это с юристом надо будет вашим отработать, что является услугой, что не является услугой. Хорошо. Ну, на что надо сейчас обратить внимание? 70% требований согласно федеральных, да, или это наше план задания? Наше план. 70% это утвержденные нами главы. И 6,4 мы же реально ее не достигнем. Какой вариант? Ну, это более сильно работать, управлять Росреестром,
это в электронном виде. Росреестр работает свой сайт, также через нашу систему оказания государственных услуг направляются заявления в электронном виде. На бумаге 8802 или 88? 8802. 8802. А какие-то заявления, чуть не понял. Это Граждане же на сами регистрацию прав собственности, это нет, это власть направляет и муниципальное образование. Я, гражданин, пришел в администрацию района, подаю заявление. В район разве я подаю? Я же в УФРС стою. В Нет, Росреестре. не есть еще услуги, как на... ВМФЦ? Нет, регистрацию прав собственности направляет еще район. То есть глава района, когда регистрирует свое право собственности, Да, и в том числе, Муниципальный. если обратился вам человек, то в электронном виде тоже надо подать запрос на регистрацию гражданина. Алексей Анатольевич, сталкиваетесь с этим? Или новое что-то? Ну, как сказать, вот, я думаю, эту проблему быстро мы не решим. Ну, нужно время, менталитет нашего населения такого, там, допустим, в архив запрос сделать, да, пожилому человеку проще прийти, поговорить, Там все есть. архивный работник разъяснения все даст, и все, и бабушка там уходит удаленная, что все нормально. Я вот конкретно поэтому, когда с управлением Росреестра работаете по землям, почему у вас же специалисты более-менее такие подготовленные, такого? Нельзя перейти полностью на то, чтобы в электронном виде представлять Росреестр, свои запросы, свои заявления. Это, в принципе, да. Они, Евгений Николаевич, они сейчас все обязаны предоставить. То есть человек обращается за муниципальной услугой, земельной, любой, отправляется запрос в Росреестр. Росреестр в течение 5 дней дает ответ на этот запрос. И по такому закону они сейчас, у них у всех стоит в районах эта система. Да, точно так же Росреестр, если ему нужна информация от района, они отправляют запрос, в 5-дневный срок они обязаны ответить. Другой вопрос, что часто не отвечают, и Росреестр жалуется на то, что в районе не своевременно присылают ответ. То есть это в первую очередь говорит об исполнительской дисциплине Да. тех ребят, девчат, которые у нас сидят на этом фронте работы. За это существует административная ответственность. Если прокуратура выпишет вам предписание, 5000 наложится штраф на специалистов, которые не своевременно не дал ответ. В рамках межведомственного Да, взаимодействия. это межведомственное взаимодействие. Смотрите, уже тут не только тренинг на внутреннем данном Да, состоянии. есть административная ответственность за это. Коллеги, поэтому даже хотя бы на уровне районов у нас вот это межведомственное взаимодействие должно быть на уровне уже поставлено. Понятно, мы оценки делаем на менталитет, на возраст, порой бывает, на классические подходы. Но, тем не менее, эта жизнь идет, требования законодательства у нас в этом направлении. И долю входных заявлений граждан по форме даже 50%. Сейчас пока 4,44. Это промежуточный результат в 2016 году. По указу президента Российской Федерации к концу 2017 должно быть 70%. Ну, какая-то информационная, разъяснительная работа в средствах массовой информации. Да, мы У нас- проводим, сейчас готовим письмо по поводу проведения дней открытых дверей в районах и выездных мероприятий по популяризации государственных услуг в электронном виде. У меня сложно все равно люди берут тот же Росреестр, заявление напрямую уходит. Ну, соответственно, уже Росреестр отправляет уже на электронный уровень. Еще вопросы? Все. Хорошо, спасибо. Так, Сараев Николай Николаевич расскажет нам о теме территориального общественного самоуправления. Как у нас это движение сейчас налажено в республике, какими темпами, какие задачи стоят у нас, как проходит конкурс. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что тема для вас не новая. В основном главы
как районов, так и поселений, очень тесно связаны с территориальным общественным самоуправлением. Тем не менее, такие семинары, как правило, всегда встречаются, наверное, как именно в этой дисциплине, поскольку, наверное, территориальное общественное самоуправление – это одно из наиболее важных и успешных направлений деятельности органов местного самоуправления в Республике Бурятия. Здесь вот на этом слайде запечатлены фотографии делегаций, официальных делегаций, которые приезжали в Республику Бурятия, как делиться опытом, так и посмотреть, как реализован их опыт. Вот на первом слайде у нас это делегация Южного поста, Южного федерального поста Российской Федерации. Это как раз таки прародитель, наверное, тосовского движения в Бурятии, в Волгоградской области. Именно туда, по поручению главы Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына, была направлена правительственная делегация для того, чтобы перенять опыт развития и внедрения и развития территориального общественного самоуправления. И уже спустя 3 года их ответная делегация приехала в Республику Бурятия, и здесь, я думаю, стоит погордиться нашими земляками. Они были удивлены тем размахом и тем уровнем, на который мы вышли за 3 года по тосовскому движению. Я думаю, что это прежде всего связано с активностью наших жителей, поскольку, чего уж там говорить, все мы знаем, что жители у нас всегда были достаточно активные, и те элементы, которые сегодня, наверное, такой масштабный приняли эффект, как строительство метода народной стройки, они всегда присутствовали. Просто мы, когда появилось территориальное общественное управление, мы придали этому форму и, наверное, популяризировали это движение, поддержали и активизировали те наши начинания, которые были ранее. И здесь же на слайде представлена делегация Забайкальского края, Хабаровский край, и также приезжала делегация глав Томской области. Все мы ему презентовали наш опыт по развитию территориального общественного управления, и он был успехом встречен. В этом году впервые в истории России прошел Всероссийский съезд ТОСов, где приняла участие также наша делегация. Видите на фотографии членов делегации под руководством Жамбала Б. Владимировича, заместителя руководителя администрации по территориальному развитию. И в рамках по резолюции этого съезда сказано о том, что опыт Республики Бурятия необходимо принять для тиражирования и считается передовым. Между нами, говоря, очень сильно удивлялись участники этого съезда, и до этого я тоже ездил на форум ТОСов в Москве, что вот та схема, про которую я в дальнейшем немножко расскажу, про конкурс «Наше лучшее территориальное общественное самоуправление», про который все знаете, в котором ваши ТОСы участвуют, мы максимально упростили схему, и в других регионах немножко удивлялись, как мы таким образом финансируем ТОСы. Сейчас некоторые правки вносятся, я сейчас тоже об этом расскажу. Но, тем не менее, тот объем финансирования, который есть в Республике Бурятия, тот механизм организационно-методической и финансовой поддержки ТОСов, он признан передовым, одним из передовых регионов Российской Федерации. Но этот слайд говорит о том, что действительно это движение по праву считается движением главы Республики Бурятия, одним из его основных инициатив. И глава республики уделяет этому движению большое внимание, поскольку на этом слайде даже можно посмотреть на то, каким образом уделяется внимание ТОСовскому движению в деньгах. Если в 2010 году, 2010-2011 год объем финансирования по конкурсу был порядка 15 миллионов рублей, 14 миллионов 330, и остальные там 670 у нас были на организацию конкурса, организационно-методическую поддержку и так далее, на освещение в средствах массовой информации, популяризацию движения, то увидев, что вот это движение нашло отклик среди наших жителей, среди наших земляков, по личной инициативе главы республики эта сумма была увеличена практически вдвое, и составила с 2012 года, начиная, составила 28 миллионов 330 тысяч рублей. И в прошлом году нам также удалось увеличить сумму
призового фонда конкурса до 35 миллионов 570 тысяч, то есть на 70 с лишним миллионов рублей. В настоящий момент эта сумма осталась на уровне прежнего года, 35,5 миллионов. Сумма первого чтения прошла, пока остается без изменений. Есть рекомендация увеличить эту сумму на 10 миллионов рублей, если будут дополнительные доходы в бюджет Республики Бурятия. Первое чтение сегодня. Проект ушел в общем, с этой суммой. Если в прошлом году у нас было достаточно немножко сложнее, мы бюджет приняли с нулевым финансированием конкурса и в процессе доказали, что эти деньги необходимы, свои деньги отбили, да, то сейчас они уже сразу идут предусмотрены. И плюс еще есть возможность, вероятность увеличения. Это мы посмотрим в 2017 году. Так, по участию в конкурсе. В 2016 году у нас призовой фонд также 35,5 миллионов и количество призовых мест 560 мест на уровне прошлого года. При этом количество участников резко возросло и составило 800 ТОСов. Здесь немножко получилось каким образом. Если раньше у нас очень сильно, тоже достаточно сильная конкуренция в конкурсе была, в прошлом году благодаря увеличению призового фонда у нас поступило 560 заявок на конкурс, и мы сумели все 560 заявок поддержать. То есть у нас получилось так, что каждый участник конкурса получил призовую сумму от 40 до 200 тысяч рублей. И, скорее всего, вот именно такая политика стала катализатором резкого увеличения участников конкурса. То есть люди поняли, что можно написать проект, и даже несмотря на то, что если работа только находится на начальной стадии, если работа еще пока даже не поставлена так сильно, тем не менее можно получить поддержку. Поэтому мы в этом году видим такое большое увеличение заявок на конкурс. Так. Кроме финансовой поддержки, также важным направлением поддержки ТОСов является организационно-методическая поддержка. И вот я хотел бы обратить внимание на то, что в первую очередь вновь избранных глав районов, но и также глав поселений в некой степени, что, как правило, развитие ТОСов в районах и в поселениях очень сильно зависит от того, кто и как этим занимается. То есть, если глава поселения активно работает с ТОСовым движением, то там ТОСы активно развиваются. Да? И в то же время, если в районной администрации понимают значимость этого движения и, наверное, специалист с необходимыми компетенциями, то есть такой активный человек, который, во-первых, готов повести за собой людей, им эту активность передает инновационно. Тот, который живет этим движением, внимательно изучает конкурсы, гранты, помогает ТОСам участвовать в этих конкурсах, поддерживает их на различных мероприятиях и так далее, то там мы сразу видим резкое увеличение как количества ТОСов, так и их активность, так и качество предоставленных документов на конкурс. Поэтому большая просьба, вот особенно Акинский район здесь присутствует, Матвею Валентиновичу говорили, да, и еще раз также хотим обратить внимание на то, что нужно определиться, кто у вас будет заниматься конкретно этим направлением. Причем желательно определиться достаточно оперативно и на уровне, как минимум, зама главы республики, главы района. Также у нас есть примеры, когда у нас этим движением, развитием этого ТОСовского движения занимаются председатели районных советов, управляющие делами. То есть здесь немножко выглядит по-разному в разных районах. И управделами занимаются, и председатели советов занимаются, и бывает экономический блок, но, как правило, меняется заместителем по социальному развитию. Причем если зама должен дублировать специалист, наверное, который будет более плотно и часто общаться с ТОСами и помогать им расти дальше. Так. Ну, здесь на слайдах представлены те объекты, которые удалось построить благодаря активности наших жителей. В том числе при поддержке этого нашего конкурса республиканского территориального частного самоуправления.
в 2009-2010 году была такая инициатива, когда вот такие объекты, у которых степень готовности составляла более 70%, поддержка оказывалась главой республики из фонда, резервного фонда непредвиденных расходов. В дальнейшем, вот, особенно по Тункинскому району, Иван Александрович, вы, наверное, знаете, да, эту ситуацию? В дальнейшем прокуратура, было заключение прокуратуры о том, что такие объекты не являются непредвиденными. И после того, как правка была внесена Минфином о том, что необходимо софинансирование, если до 4 миллионов из резервного фонда необходимо выделить, то софинансирование должно быть не менее 1 миллиона рублей со стороны района. То есть, получается, вот эта процедура стала невозможной из резервного фонда. Мы параллельно тоже провели определенную работу, приняли другой нормативно-правовой акт постановления правительства Республики Бурятия номер 264, как раз направленный на поддержку таких объектов, строящимися силами ТОСов, но, к сожалению, нормативный акт есть, но не финансируется в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете. Это вот та ситуация с ТОСом Талтой и Маргол, которые были жалобы, обращения, потому что они начали объект высокой степени готовности. Была обещана определенная сумма, но, к сожалению, эту сумму не получили. Будем надеяться, у нас в планах стоит, правда, с 2018 года финансирование данного конкурса. Будем надеяться, что, тем не менее, такая мера поддержки будет реализована. Также вот, объекты, строящиеся силами ТОСов, разброс достаточно большой, спектр работы ТОСов, это и мосты, это и борцовские юрты, это и проведение освещения. Причем очень часто благодаря ТОСовскому движению решаются достаточно сложные решаемые вопросы местного значения, в том числе освещения. Да? Конкретный жизненный пример, вот, например, 2 поселения в Селенгинском районе, когда я еще работал там, приезжаем в одно поселение, там глава поселения в эти тучные года, 10-е года, умудрился заложить бюджет проведения уличного освещения в селе. Значит, провел освещение, а в другом селе, в такое, глава поселения договорился с ТОСами, выиграли грант и провели освещение из домов собственных. То есть он на грантовые деньги закупил там трубки, плафоны, энергосберегающие лампы, провода, а ТОСовцы согласились на то, что из каждого двора вывезут такие плафоны, повесят, установят эти плафоны на калитку ограды, и улица будет освещаться. Значит, ровно через год приезжаем в эти 2 поселения. В первом селе, в котором провели централизованное уличное освещение, свет не горит, потому что бюджет стал сложным, не хватало средств на первоочередные расходы, соответственно, пришлось урезать и полностью отказаться от оплаты электроэнергии уличного освещения. При этом, зная, да, что юридическое лицо, если это администрация оформлена, она платит больше гораздо, да, чем да, да. В то время как в такое приезжаем, у него уже не одна улица, а 2, потому что другая улица начала возмущаться, почему у них есть свет, да, у нас нет. Мы объяснили, что они сами из своих домов вывели и так далее. И сейчас у них практически все село освещено. И потом вот эта практика пошла по другим селам и поселениям нашей республики. И во многих, достаточно большое количество ТОСов занялись таким уличным освещением. Вот эта вот вывеска ТОС молодежный, это Кижинга? Да, это Кижинга. Это, кстати, как раз эту фотографию я поставил для того, чтобы есть такое предложение брендировать такие объекты, которые строятся, да. Например, вот по работе комиссии я как раз на прошлой неделе был в Акинском районе, в Баксоне достаточно хорошо восстановили и сельский клуб, построили, изнутри обшили. И, допустим, как член комиссии мне было непонятно, кто это строит, на какие средства, ТОС, не ТОС, непонятно. Нет, они объясняли, но просто было бы гораздо более наглядно, если бы был вот такой баннер или какой-то табличка. Да, вот здесь в этом плане очень показательный опыт борцовской юрты, которая построена в селе Нижняя Волга, да, тоже методом народной стройки. И здесь у них висит такой баннер, очень красивый и очень наглядно поясняющий, как строился этот юрт. То есть показаны все этапы строительства, показаны люди, которые эту юрту строили. И дальше идет список всех, кто работал, строил эту юрту, да,
И кто выделял свои финансовые средства, кто сколько денег выделил, спонсоры, вплоть до того, что там указаны люди, женщины, которые по своему желанию кормили строителей. Всем приятно, да, те, кто в этом участвовал, они видят, им приятно увидеть прочитать свои фамилии. Спонсорам тоже видно, куда ушли их деньги. И гостям, а также членам комиссии тоже, да, становится сразу понятно. Вот есть баннер, сразу видно, куда пошли деньги. Потому что у нас и люди немножечко, бывает, в ступор входит, когда начинают спрашивать, на какие деньги построили, и эти начинают судорожно вспоминать, там, кто сколько депутат выделил, сколько сами собрали, сколько сколько материал пилорама дала там, и так далее. То есть такие вещи желательно брендировать. Да, понятнее роль ТОСа. Ну, здесь еще, наверное, не отражены слайды, как фотографии мероприятий, которые проводит ТОСа, да, но их на самом деле очень много. И, наверное, не хватило бы ни времени аудиторного рассказывать о том, какие спортивные, культурные мероприятия проводят ТОСа и так далее. Конкурс наш подразумевает, что ТОС развивается сразу во всех практически направлениях жизнедеятельности сельского населения. Это и благоустройство, да, которое мы видим, это и социальное развитие села, это и воспитание подрастающего поколения, работа с пожилыми, с инвалидами там, и так далее, работа, профилактика правонарушений, профилактика пожаров и так далее. Спектр достаточно большой, и каждый ТОС находит для себя какое-то определенное направление. Хотелось бы сказать, что на самом деле движение активно развивается, и если раньше было сразу понятно, какие у нас есть районы передовики, да, какие ТОСы у нас вышли в авангард движения сначала, в начале рождения ТОСового движения, то сейчас можно сказать о том, что ТОСы достаточно активно развиваются практически во всех районах. Есть небольшие исключения, где мы никак не можем добиться активности от жителей. Это вот Акинский район, Муйский район, Баумский район достаточно пока еще маловато ТОСов. Вот. А в остальных районах ТОСы достаточно активно работают. Кроме того, есть также, помимо нашего конкурса, другие меры поддержки гражданской активности. Это вот программа устойчивого развития сельских территорий, которая идет по линии Министерства сельского хозяйства и Республики Бурятия. Там тоже программа достаточно большая, обширная, там различные направления. И вот одно из направлений – это грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Субсидия предоставляется на создание благоустройства зон отдыха, спортивных, детских и игровых площадок, на сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, на поддержку национально-культурных традиций, народных промыслов и ремесел. Да? Объем финансирования, как правило, ежегодно составляет порядка 3 миллионов рублей. Сроки подачи документов до 1 октября. То есть сейчас уже документы приняли, и многие районы в этом конкурсе участвуют. Я сейчас расскажу, для чего я все перечисляю. Да? Также есть ряд региональных грантов. Это грантовый конкурс по линии Комитета по межнациональным отношениям администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Конкурс субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Объем на следующий год предусмотрен 4,5 миллионов и размер субсидий 300 тысяч рублей. Здесь есть определенные ограничения. В этом конкурсе могут принимать не как таковые ТОСы, а общественные организации, зарегистрированные некоммерческие общественные организации. И при этом они должны продействовать не менее года. Обычно в районах, говорят, у нас таких нет, на самом деле их в районах достаточно. Это могут быть и религиозные, да, организации. У нас, как правило, все доцаны, церкви, они, как правило, зарегистрированы в качестве общественных организаций, в качестве общины и так далее. Они вот эти конкурсы принимать участие могут. То есть вы можете с ними договориться и через них подавать свои заявки на этот конкурс. Так, следующий конкурс — это конкурс по линии Министерства социальной защиты Республики Бурятия, тоже конкурс субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов
их семей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ну, тут понятно, что конкурс соцзащиты направлен на социальное, на решение вопросов социально незащищенных слоев населения. Да? Тоже тут в бюджете запланировано 1 400 000 на 2017 год и размер субсидий в одни руки порядка 100 000 рублей. Чуть больше, чуть меньше, там, в зависимости от сметы, и там комиссия работает, рассматривает по сметам. Здесь тоже есть ограничения в том, что должны участвовать социально ориентированные коммерческие организации, тоже они должны быть зарегистрированы не менее года. Таким же образом тоже можно участвовать. Так. И свежий достаточно конкурс грантов в этом году достаточно активно прошел. Это конкурс грантов по линии Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Постановление правительства 292. Здесь конкурс направлен на развитие молодежного движения и на развитие спорта. Да? При этом тоже можно писать проекты по созданию каких-то спортивных сооружений, по какие-то социальные проекты. Здесь тоже объем призовой достаточно большой, 15 миллионов рублей, и размер субсидий тоже 100 и чуть более 1000 рублей. Да? Плюс еще, по региональным грантам сразу хотел сказать, для чего я вам это показал. Сейчас, если посмотреть на все эти гранты, то можно, в принципе, посмотреть и распланировать, какие мероприятия, да, можно по каким конкурсам пробовать писать, например. Если детские спортивные игровые площадки, можно, например, по конкурсу в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. Да? Поскольку там как раз целевая программа, там необходимо показать определенное софинансирование. Это может быть софинансирование как поселенческое, районное, так и привлечение частных средств. Да? По линии молодежной политики можно конкретно тоже спортивные какие-то объекты, да, и так далее. То есть можно выстроить работу таким образом, чтобы все эти гранты учитывать, создать для себя продумать какую-то систему участия в грантах. Просто знать о том, что кроме нашего конкурса есть еще как минимум 3-4 источника. Так. И есть еще федеральные гранты. Это уже для наиболее зрелых некоммерческих организаций. Тем не менее, там объемы финансирования очень большие. Это президентские, так называемые президентские гранты, гранты Общественной палаты президента Российской Федерации. Здесь, как правило, каким образом происходит, определяется 4 оператора, 8 операторов по разным направлениям деятельности, и конкурс проводится в 4 этапа, то есть в течение года заявки можно подать в мае, июне, августе, октябре. Здесь к заявкам предъявляются достаточно высокие требования. На личном опыте скажу, что мы несколько заявок подавали как раз таки по развитию творческого движения, пытались привлечь средства федеральных грантов для развития творческого движения. 3 заявки подавали, все 3 заявки не нашли подтверждения конкурса. Вот. Тем не менее, пробовать стоит и руку набивать необходимо. Здесь объемы финансирования достаточно большие, здесь на один проект можно запрашивать от 1,5 до 3 миллионов рублей, если это региональный проект, региональное значение. Как правило, от района на такие конкурсы, муниципального района на такие конкурсы проект писать бесперспективно, потому что там одна из метрик стоит охват населения, кооперироваться, либо замахиваться и писать грант регионального значения, который, например, будет проходить на территории вашего района и так далее. Самое главное, чем хотел резюмировать выступление, о том, что это работа поступательная, последовательная, и на самом деле на сегодня те районы, те администрации, которые поняли важность этого движения, ищут и находят специалистов, которые как раз набивают руку на написание таких грантовых конкурсов. То есть
есть у нас районы, которые привлекают достаточно большие суммы. Мы проводили форум ТОСов Южного Куста по приглашению Селенинского района. Там участвуют Яхтинский, Джигинский, Закаменский и Волынские районы. И там нам ответственно за это направление там, в структуре есть специальный зам по развитию сельских территорий и гражданских инициатив. Она рассказывала о том, что им за год удалось привлечь более 9 миллионов рублей. Это вот по конкурсу «Лучший ТОС», по устойчивому развитию сельских территорий и по другим конкурсам мигрантов, включая федеральный, удалось привлечь такую сумму. Вот. Таким образом, предлагаю обратить внимание на это, на движение ТОСов как начальный этап и на развитие и привлечение грантовых ресурсов в перспективу. Какие вопросы есть? Буквально я услышал, что НКО могут от разных источников получить финансирование на один проект, а ТОСы, вот, допустим, те же до 3 миллионов ВМСХ по устойчивому развитию территории, также по правительству. Они могут, либо оно рассматривается комиссией, либо там, все. Или один проект может и там получить. Один проект, например, можно подавать в разные конкурсы, да, и ну, если, допустим, у вас в одном источнике не поддержали, этот же проект можно немножечко доработать, отправлять на другие и так далее. Вы имеете я понял, просто как вы можете получить, допустим, в республике ТОС определенное количество, ну, скажем, 50 тысяч, да? И также этот же материал представить на устойчивое развитие сельских территорий по программе МСХ, там получить какой-то сок, тоже могут. Можно каким образом? У нас же получается конкурс, мы же, получается, не целевым вас финансируем, вы получаете призовую премию, которую вы расходуете по заявке ТОСа, ну, с учетом не просто, да? Например, вы начали строить, условно говоря, там, борцовскую юрту, да? В любом случае мы это рассматриваем как гражданскую инициативу, каким люди получили премию и на эту премию строят, да? На окончании строительства уже можно описать проект, насколько построено, на завершение необходимо какая сумма, все это обсчитать и уже в виде гранта подавать на другие источники. Не запрещено, можете участвовать и там, можете выиграть и там, и тут. Другой момент, что, допустим, если вы участвовали, например, по устойчивому развитию, да, там же конкретная проектная деятельность идет, да, допустим, прописали, обсчитали, и потом это же самое, например, подать и выиграть, допустим, в комитете молодежной политики, и это же самое финансировать, да, тогда проблемы возникнут. Вы, получается, мошенническая схема, да, получается, вы, получается, и там деньги потратили на... В любом случае, это сам проект, допустим, тут же та же самая борцовская юрта стоит, допустим, порядка общей до ввода в эксплуатацию порядка 3 миллионов, да? А финансируют часть, вот, допустим, ТОС вышел своими силами тех инвесторов, которые они привлекли, населением, они выполняют обязательства по строительству, то, что они вкладывают сами. И плюс какая-то часть идет как помощь от правительства, да, как ТОС движение. Но это каким образом может быть мошенническим, если, допустим... Нет, я имею в виду, если у вас в смете, например, стоит одинаковые позиции, по обеим вы выиграли, например, условно говоря, вы положили там на крышу, да, там 100 тысяч, и на крышу кладете в другом конкурсе, возникает вопрос, а вы, получается, с одного потратили, а с другого вы туда в карман положили. Другой вопрос, если вы показываете, что мы в рамках этого конкурса привлекли такую сумму и сделаем это, да, и нам на завершение необходима такая сумма, это немножко по-другому может быть. Еще какие вопросы есть? Николай Николаевич, мне очень понравилось ваше выступление. Муйский район, видимо, в зачаточном состоянии, да? Вообще, честно говоря, Муйский и Якинский район, да, уникальная ситуация, что у вас как раз таки условия даже лучше, чем у других районов, в том плане, что у вас есть еще частный инвестор, который проводит свой конкурс. Нордголд проводит на 500 тысяч, на 400 тысяч в Акинском районе, у вас в Муйском районе тоже у нас знаю, да. Я о другом хочу сказать. Значит, вот во времена того, когда я баллотировался, жители, у нас в районе 3600 пенсионеров читали наказ построить обязательно, это моя идея лично, социальный магазин, и они поддержали меня. Что такое социальный магазин? Магазин будет продавать по заниженным ценам
продукты первой необходимости. Но я могу это предложить господин Хан? Я думаю, это будет проблематично. Вообще, как обычно, система социального магазина выглядит иначе. Насколько я помню, да, по районам, магазин открывается, и ему идут льготы в части, какой-то части налога. Районный коэффициент, это что-то понижение идет, да? Правило необходимости, оно не должно превышать порядка 30%, но с тем, что проект продвигать и так далее, индивидуальный предприниматель может, он по соглашению идет то, что не будет превышать, допустим, от оптовой цены, где он закупает, максимум. А он какую преференцию получает? Ему какая выгода? Районный коэффициент. Да, районный коэффициент уменьшается районный коэффициент. Таким образом, В рамках корректирующих, в рамках гранта я сомневаюсь, что Сергеевич, это разные вещи. продукты питания Я это сейчас будет выглядеть как поясню, коммерческий проект. это разные вещи, это все равно это предпринимательство. Но единственное, может, правильный вопрос, есть еще проекты, у нас, возможно, стоит поинтересоваться Минэкономики, есть еще такое направление деятельности, как социальное предпринимательство. То есть предпринимательство, там, цель которой является выгода, но тем не менее какие-то есть. Николай Николаевич, я по этому поводу, каких у нас крупных, у кого есть большие, 6, 8, 10 магазин, 5 собирал. Я всех знаю там. Я говорю, ну какой обстоятельство? Да, Александр Ильич, это хорошая идея, все прочее. Но я же понимаю, что значит, если я создам этот магазин, он как конкурент, да? Согласен? А почему действующий, то есть можно же с действующим договориться, вот есть, допустим, магазин, да, вы ему говорите, что, например, мы вам снижаем районный коэффициент, но они должны посчитать, это же бизнес, в любом случае человек должен посчитать. То есть ты, допустим, становишься социальным, да, он тоже свою выгоду видит, если хорошая реклама, и люди видят, что социальные там дешевле, то народу больше. Это нужно контролировать сразу очень долго, конечно. Пытались. А иначе как? Социальный магазин через ТОСы не пойдет. Через ТОСы нет, это же нормативки никак не пойдет. коммерческий проект. И вас у нас по рукам потом ударит. Ну посмотрим, конечно. Я так понял, что нюансы тут есть. Да? Да. То есть Только надо все правильно оформить, все как положено сделать и правильно направление избрать. Я правильно понял? да. Спасибо. В каких районах у нас районные фонды поддержки есть? Так, у нас Заиграевский район, районный конкурс проводит свой, там тоже достаточно хорошая практика, проводит районный конкурс и проводит 2 мероприятия в год, это День урожая с ТОСами, и отдельно проводит фестиваль ТОСов, в рамках которого награждают по районному конкурсу и по нашему республиканскому. Теряет сколько? 1 000 000 рублей. Миллион рублей ежегодно. Также у Керченского района можно посмотреть опыт. У них принята муниципальная целевая программа развития ТОСов в Керченском районе. То есть она на 5 лет принята и ежегодно там по миллиону тоже рублей. И в Селеницком районе тоже такая районная целевая программа развития ТОСов. Николай Николаевич, я свой телефончик скажите. 8 914 639 47 37. Ну, для сведения всех я скажу, что у нас был повторите, пожалуйста, 5 рублей. 8 914 639 47 37. Стационарный 21 94 06. 21 94 06. Так, ну если вопросов нет, спасибо, Николай Николаевич, сверстывайте. Уважаемые коллеги, я еще тоже хотел бы обратить внимание, у нас порой, может быть, ТОС у нас развивается из-за того, что у нас жители активные, а может быть из-за того, что у нас бюджетное финансирование слабое, да? То есть, конечно, ТОСовское движение со стороны правительства, оно всегда нашло хорошую поддержку, понимание, и я думаю, что поддержка это и будет. И самое главное для нас это со стороны правительственных служащих, то, что есть хорошее понимание со стороны наших депутатов. Депутатов Урала, все они избрались по территориям, большинство, да, то и по партийным, то по одномандатникам, но они однозначно поддерживают выделение средств на наш республиканский конкурс.
Более того, есть определенные договоренности между бюджетным комитетом и нашим профильным по госустройству. Если доходы у нас появятся в 2017 году, то может быть 35, плюсует там 2, 3, 5, 10 миллионов, может быть такое будет. Мы пока такую надежду питаем. Вместе с тем у нас, вот мы, являясь с Николаем Николаевичем членами конкурсной комиссии республиканской, выезжаем по районам, смотрим, как на местах реализуются те проекты, те добрые дела, которые вы вот представляете нам в электронном и в бумажном виде. Порой дело со словом расходится. Кто-то научился красиво писать, и в конкурсные материалы шлют нам все мероприятия, которые проводит средняя школа того или иного населенного пункта. Средняя школа, детский сад, все спортивные мероприятия, все там Сагалганы, Новый год, День матери, 9 мая и так далее. Это было, есть и будет, да, в принципе. Это и ваша работа напрямую. Но участие ТОСов, и есть другие примеры, где сами ТОСы проводят наряду с участием вот в этих наших традиционных праздниках еще и свои какие-то отдельные мероприятия. Либо они являются активными участниками. Почему Николай Николаевич говорил слово бренд? Брендировать, да, свое участие, либо вот те же таблички, плакаты, что да, ТОС «Надежда» принимал участие вот на 9 мая, шел там вместе бессмертным полком его ТОСа, к сожалению. Либо они принимали участие в Сагалкане или в Масленице и так далее, да, на всех праздники урожая. Есть у нас моменты такие, когда ТОСы регистрируются вокруг детских садов, школ и тащат, наглую тащат деньги на эти социальные объекты. На дома культуры, куда ни шло, мы согласны. Это полномочия поселений, по-моему, это ваши, да, полномочия? Школы и детсады, это, по-моему, полномочия района, да? Так или не так? И плюс там республиканские полномочия. Дома культуры, мы согласны, если жители сами, ТОС выиграл 150-200 тысяч рублей, 80, 60, 40, то большинством, решением ТОСов они направляют деньги на ремонт крыши, замена кровли, замена забора, либо закупку звука какой-то аппаратуры. Но когда начинают тащить в школу спортивные снаряды, гантели, мячи, еще что-то, наше руководство, по крайней мере, уже начинает так очень критически подходить к этому вопросу. Все-таки давайте разграничивать полномочия. Это раз. Второй момент. Пошли злоупотребления со стороны наших руководителей. Например, Министерство культуры уже, мы понимаем с вами, что у нас культура всегда финансируется по остаточному принципу, но тем не менее уже Тимур Гамбажапович порой на некоторых наших внутренних совещаниях он говорит, вот пусть за счет ТОСовских денег они там себе построят новый ДК, либо же отремонтируют или усилят свою материальную базу. Уже прямо так нагло нам говорят, за счет ТОСовских денег. Но извините, мы в первую очередь деньги эти выделяли и, в смысле, цель такая основная, что направить эти деньги на благоустройство. На благоустройство территории, на работу с детьми, с подрастающим поколением, патриотическое воспитание. Конечно, во главу угла жителям, наверное, сегодня это им виднее, куда в приоритетном порядке деньги направить. Мы согласны, я лично согласен, конечно, если надо в школу, ради бога, пусть идут в школу, на утепление этого здания, либо на крышу, на кровлю и так далее. Но тем не менее, вы у себя, пожалуйста, регулируйте эти вопросы, помогайте, советуйте с ТОСовцам. Если, дай бог, у вас будут победители, вы им советуете, куда в приоритетном порядке направить эти деньги. Мы же вам рекомендуем все-таки на благоустройство, на ребятишек, на дома культуры. По объектам недвижимости, которые строятся, юрты, это все мы приветствуем. Тем не менее, когда мы разрабатывали нормативный акт по поддержке объектов, по поддержке при строительстве объектов капстроительства, нам, мы уперлись в стену, глухую стену Минстроя. Потому что это объекты капитального
капитального назначения, да, объекты капстроительства, они ПСД, экспертиза и так далее. Это в конце концов объект, где у нас массово прибывают наши же жители. Объект безопасности, ну, с точки зрения безопасности. Поэтому тоже внимательно подходите вот к строительству таких, ну, объектов недвижимости. Лучше перепроверить. Понятно, метод народной стройки, он вроде бы раньше был, но тем не менее безопасность, еще раз безопасность. Так, еще один такой момент, такой, ну, в качестве подсказки вам. Есть много примеров, когда в поселении, в населенном пункте, угловые несколько ТОСов. Вот, к примеру, в Желтуре я был нынче, в Жигинском районе, в Тутулуре, в Закаменском районе. Они вот ежегодно, ну, ежегодный календарь есть, начиная с Нового года, Сагалгана, да, или Сагалгана начиная, заканчивая Новым годом. Весь годовой цикл всех мероприятий. 9 мая, там, и 1 сентября, и День пожилых. И они завели доску соревнований, или как доска почета, ну, представляете, да? И ведут, значит, экран успеваемости, да, среди ТОСов. У него 5-6 ТОСов, значит, и вот по активному участию они выставляют друг другу по каждому мероприятию как бы призовые места. В конце года подводят итоги, и таким образом сами ТОСовцы создают себе соревновательный дух. Они друг за другом гонятся, и у них вот эти все добрые дела, все эти инициативы от них кипят. Порой глава поселения говорит, я уже от них устаю, от их инициатив, от их идей, от того, что они меня подгоняют, от того, что они меня пинают, заставляют что-то там делать, какие-то. Ну, в то же время он это говорит с улыбкой, потому что мне, говорит, с ними зато легче стало работать. Здесь и самообложение играет роль, как бы, и спонсоры привлекаются намного проще, и те же ребятишки подтягиваются. Поэтому вот такой соревновательный дух, если вы устроите у себя в районе, у себя в поселении, то в дальнейшем это все вам пойдет на пользу. Тоже в одном из районов такой интересный тоже применили опыт, когда подводили итоги, вручали главам поселения, районным главам поселения вручали, значит, сертификат, ну, сколько привлек следствие. И приглашают там главу поселения, говорят, вот, приглашается глава поселения такого-то, который там, за счет ТОСов, плюс еще какие-то выиграл там, 100 тысяч рублей, такие большие банки раньше делали, он стоит 100 тысяч рублей доволен. Следующий проект выиграл 300 тысяч, и потом, когда выходит последний, там, с 1,5 миллиона, 2 миллиона, тот, кто 100 тысяч получил несколько. Вот такой тоже истина. Так, ну ладно, переходим дальше. У нас Баранов Александр Борисович, начальник группы Госнадзора в области гражданской обороны. По тематике участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста. Уважаемые организаторы, уважаемые участники семинара, уважаемые главы, я сейчас постараюсь вам вкратце изложить требования законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС. Я постараюсь сильно не углубляться в действующее законодательство, постараюсь максимально полно и подробно объяснить вообще, чем вы должны заниматься по этому направлению. Если у кого-то по ходу того, что я буду рассказывать, будут возникать вопросы, я прошу не стесняться задавать, чтобы пока мы не ушли от какой-то важной для вас темы далеко, я постараюсь на эти вопросы дать вам максимальное пояснение. Итак, в Федеральном законе 28 о гражданской обороне в статье 4 есть такая запись, что ведение гражданской обороны является одной из важнейших функций государства. Уже исходя из этой строчки, понятно, что данный момент для государства является очень важным, и он является одним из основных в плане обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Поэтому как бы и в законодательстве Российской Федерации на вас в Федеральном законе 131 возложены достаточно большие полномочия в этом плане. Сразу скажу, что полномочия в области гражданской обороны ЧС наделены только районы, городские поселения, городские округа, сельские поселения полномочиями по данному вопросу не наделены. То есть фактически в законодательном плане никаких задач им не ставится. В соответствии со статьей 11
каждый руководитель указанного муниципального образования, которое обозначен, является руководителем гражданской обороны на территории, вверенной ему для руководства. Понятно, что руководителям, главам муниципальных образований предстоит и приходится решать очень большое количество вопросов, и целиком даваться каким-то моментам просто нет ни физически, нет ни времени. Поэтому законодательством предусмотрено, что руководство гражданской обороны возложено на вас, а управление гражданской обороны осуществляет специально уполномоченное лицо, либо специально уполномоченное структурное подразделение, которое должно быть при каждом органе местного самоуправления, ну, естественно, за исключением сельских поселений. Желательно, конечно, чтобы это был не просто один человек, потому что задач на него возложено достаточно много. Желательно, чтобы это было действительно структурное подразделение в составе хотя бы 2 человек, но как бы не везде это есть. К сожалению, у нас есть еще муниципальное образование, где такие структурные подразделения не созданы, поэтому убедительная просьба главы все-таки создать, назначить людей и создать работоспособное функционирующее подразделение для решения этих вопросов. Сразу скажу, что институт работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в республике достаточно, ну, если не сказать слаб, то достаточно проблематичен. Потому что из личного опыта, осуществляя проверки районов, я вижу, что люди не обладают достаточным количеством знаний. Поэтому законодательством предусмотрено, что и вы, как руководители гражданской обороны, и ваши уполномоченные лица должны пройти обучение в учебно-методическом центре Республики Бурятия по гражданской обороне. Это обязательная процедура, и она должна осуществиться вами в течение 1 года с момента назначения или избрания на должность. Нужно иметь это в виду. Если же случается так, что проводится какая-то проверка в области гражданской обороны и защиты от ЧС, и эта проверка показывает, что есть какие-то недостатки по этому вопросу, соответственно, выписывается предписание, налагаются какие-то административные наказания. Большая просьба не торопиться с выводами в отношении ваших подчиненных, потому что для того, чтобы человек созрел для работы в области гражданской обороны и защиты от ЧС, ну, я имею в виду сотрудников структурных подразделений, нужен по меньшей мере год. И поэтому, если, скажем так, он уже набрал какое-то определенное количество знаний, просьба посмотреть, может ли он дальше выполнять эти функции или нет. Потому что может быть более целесообразным еще подучить этого человека для того, чтобы он заработал в полную силу и обеспечил вам решение всех вопросов по этому направлению. Другим, кстати, о проверках сразу хочу сказать, что на следующий год запланировано 4 проверки у нас муниципальных образований. Это Кабанский район в марте, Селенгинский район в апреле, Кижингинский район в октябре и Хоринский район в ноябре. По этому поводу хочу сказать, что, кстати, можете сразу записать мой рабочий телефон 21 70 15 в преддверии проведения проверки, при подготовке к проведению проверки. Если будут возникать какие-то вопросы, смело пусть ваши подчиненные звонят, все пояснения надлежащие будут даны, все будет разъяснено, оказана методическая помощь, указаны нормативные документы, которые нужно посмотреть. То есть от помощи реальной никто не отказывается, поэтому пользуйтесь. Насчет Кабанского района с Алексеем Валентиновичем я уже переговорил, предупредил его. Нет, это работник ГО. Да, уже предупредил, и мы с ним как бы определились, что определенные моменты мы с ним дополнительно посмотрим. Поэтому еще раз призываю вас пользоваться тем, что наше ведомство предельно открыто для всех. Какая еще имеется большая проблема в области гражданской обороны и защиты населения территории ЧС? Это наличие, а точнее отсутствие в муниципальных образованиях системы оповещения населения. Система оповещения населения – это, наверное, один из важнейших элементов гражданской обороны, который позволит своевременно оповестить население об надвигающейся угрозе, а также, когда население будет оповещено, позволит им управлять для того, чтобы максимально сократить ущерб и для самого населения, и для инфраструктуры района в случае возникновения каких-то непредвиденных и не очень хороших ситуаций. Уважаемые главы, я прошу записать номер информации, которая направлялась в ваш адрес. Это исходящий номер 2114-2-18.
2114 2114-2-18 от 15 марта 2016 года. В данной информации изложены ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Какая должна быть система оповещения, какие технические средства могут применяться в ней и так далее. То есть нами были получены методические рекомендации из МЧС России, и мы немедленно направили их в ваш адрес, для того, чтобы вы могли понять, из чего, из каких элементов строить вам систему оповещения. И еще раз номер. Хорошо. 2114-2-18 от 15 марта 2016 года. Еще раз повторюсь, там указаны основные ссылки на технические средства, которые могут быть использованы в построении вашей системы оповещения. Сразу хочу сказать, что действующим законодательством установлены для системы оповещения основные требования, такие как система должна оповещать абсолютно все население до последнего человека на самом далеком гурте. И второе, основной режим работы системы оповещения автоматический, то есть все элементы системы оповещения должны быть завязаны между собой каналами, сетями вещания, каналами связи общего пользования и так далее. То есть это не должны быть отдельно стоящие сирены где-то, которые включаются каким-то старостой по месту расположения этой сирены в населенном пункте. Все должно работать в автоматическом режиме. Это необходимо учесть. Следующий проблемный вопрос, на который необходимо обратить внимание, он связан немного с человеческим фактором. Я не буду углубляться, сколько комиссий и какие должностные лица у вас должны быть созданы в ваших муниципальных образованиях, но у вас должна быть создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, комиссия по повышению устойчивости функционирования, должны быть назначены работники, уполномоченные на проведение обучения ваших администраций и так далее. То есть огромное количество людей, которые выполняют функции должностных лиц в области гражданской обороны. Так вот, все эти лица в соответствии с действующим законодательством по своим направлениям также должны быть обучены в учебно-методическом центре, который находится в городе Улан-Удэ, в районе мясокомбината улицы Пугачева. Точно не скажу, но в интернете можно найти, официальный сайт у них есть, и вся информация соответствующая есть. Почему я сказал, что мы сталкиваемся здесь с человеческим фактором? То же самое, человек назначен, допустим, председателем комиссии по чрезвычайных ситуаций, в течение года у него есть обязанность пройти обучение в этом учебно-методическом центре. Сразу скажу, что все обучение проводится бесплатно по предварительным заявкам. Даже если ответственный руководитель, иногда я сталкиваюсь с таким, направляет этого человека на обучение, у него почему-то возникает, иногда это действительно объективно, очень много работы, которая не позволяет ему пройти это обучение. Уважаемые главы, обращаю на это ваше внимание, потому что если должностные лица не проходят данное обучение, это тоже является нарушением законодательства Российской Федерации, которое будет учитываться при проведении проверки. Поэтому просьба обеспечить добровольное или принудительное, но обучение всех ваших должностных лиц в учебно-методическом центре. Это тоже один из важнейших элементов. Далее. Сколько времени на учебу? Там есть разные программы от недели до 2. Это солидно, да, я понимаю, что это солидно. Но, тем не менее, это необходимо делать. Александр Борисович, еще раз скажите, какие комиссии в районе созданы для работы? Комиссии должны быть созданы. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, так называемый КЧС. Комиссия по... сейчас я под запись там записываю, чтобы успели. Комиссия по повышению устойчивости функционирования, сокращенно ПУФ. По повышению устойчивости функционирования. Эвакуационная комиссия. Понятно, что имея даже такой минимум, как эти 3 комиссии, в состав которой входит, допустим, 5 человек в каждую, эти 15 человек, покидая даже на неделю, на 2 администрацию, они создают определенные проблемы для решения текущих задач. Но тем не менее, они должны быть обучены.
Именно для того, чтобы этот процесс совершился, данное обучение государством предусмотрено бесплатное, для того, чтобы все должностные лица знали свои обязанности и могли в критический момент успешно выполнить возложенные и поставленные задачи. Следующий... контингента комиссии. Что? Комиссия создавать из какого контингента? Из сотрудников администрации, да. Из сотрудников администрации. КЧС, как правило, должен возглавлять либо руководитель администрации, либо его заместитель. Следующий проблемный вопрос, с которым мы сталкиваемся. Согласно действующего законодательства, все население Российской Федерации у нас делится в области ГО, я имею в виду, на работающее и неработающее. Работающее проходит обучение по месту работы, то есть все ваши работники администрации должны пройти обучение по месту работы, а неработающее обучение осуществляется по месту жительства. Для этого силами администраций по месту жительства неработающего населения должны быть созданы учебно-консультационные пункты, УКП сокращенно. В сельских домах культуры, да. Это на ваше усмотрение. Вы можете создавать их при администрации, при домах культуры, при школах, при детских садах, где вам удобно, где вам позволяет инфраструктура и обеспечение, плакаты, наглядные пособия какие-то их сделать. Но они должны быть. Кто-то выходит из положения, делает передвижные УКП. То есть приехал УКП в населенный пункт, по месту жительства обучил и поехал дальше. В принципе, законодательство такую форму, там, конечно, нигде нет, что оно поддерживает, но оно не отрицает. Поэтому, если вы организуете таким образом, тоже никаких претензий к вам не будет. Но все-таки желательно... Можно вопрос? Это может быть как бы обыкновенный фургон, где можно, в принципе, провести все. Населенный пункт совсем маленький, состоит из 10-15 человек. Ну, если в нем будут все необходимые наглядные пособия, пособия для обучения, то есть противогазы и прочие вещи, огнетушители, почему бы и нет. Потому что действительно делать учебно-консультационный пункт для 15 человек, содержать в течение года, чтобы они один раз в год прошли там обучение, это, конечно, не совсем в плане рациональности соответствует. Но то, что это должно быть обязательно, и законодательством это требуется. Это полномочия района или района? Это полномочия совместно района и такие же полномочия обеспечения мероприятий ГО в городских поселениях, городских округах. В сельских поселениях, еще раз повторюсь, таких полномочий нет. Сельские поселения от выполнения мероприятий в области ГОЧС освобождены согласно действующего законодательства. Если город, городское поселение, они обязаны это делать. Да. То есть это все совместно. И причем очень интересно, что законодательство особо не различает, допустим, муниципальный район и городское поселение. Абсолютно одинаковые формулировки в полномочиях. И дальше уже по нормативным документам просто написано: орган местного самоуправления обязан то-то, то-то. Что городское поселение, что район является органом местного самоуправления, то есть не дифференцируется никаким образом. По обучению работников администрации. Значит, желательно, точнее не желательно, а каким-то распорядительным документом в администрации у вас должны быть созданы учебные группы или одна учебная группа на ваше усмотрение. И должен быть назначен руководитель занятий. Можете себе пометить, что руководитель занятий также проходит обучение в УНЦ по отдельной теме, как руководитель занятий в области ГОЧС. Должен иметь соответствующую корочку. Этот руководитель занятий разрабатывает программу подготовки на основе республиканской программы, которая утверждена главой Республики Бурятия. Разрабатывает планы, конспекты, разрабатывает план проведения занятий, то есть график, когда что будет проводиться, и ведет журнал учета обучения работников администрации, то есть в какой день, какую тему данные работники прошли. Почему, скажем так, достаточно много требований к такой теме, как обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС? Законодатель в своем, скажем так, посыле говорит о том, что каждый гражданин Российской Федерации должен обладать определенным объемом знаний в области ГО и ЧС, для того, чтобы он мог и сам выполнить какие-то мероприятия по защите собственной жизни, и для того, чтобы, когда он воспринимает какие-то команды по управлению группами или им индивидуально по защите населения на какой-то территории, чтобы для него было понятно, что от него хотят и что он должен делать в случае той или иной опасности, для того, чтобы и защитить свою жизнь, и не подвергать ее лишний раз каким-то бесполезным, безосновательным угрозам. Поэтому обучение является достаточно важным моментом
и на него требуется обращать особое внимание. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это силы и средства. Каждое муниципальное образование, я имею в виду опять район, городское поселение, городской округ, должны создавать силы и средства для решения задач в области гражданской обороны, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть в федеральном законе 68 у нас четко написано, что предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами той организации, того органа местного самоуправления, на территории которых они возникли. То есть это прямое обязательство муниципального образования предупредить, если не получилось предупредить по тем или иным причинам, то хотя бы в конкретном случае быстро и без особого ущерба ликвидировать данную ситуацию, которая сложилась. Силы и средства тоже создаются не просто так, то есть нельзя подготовить какой-то распорядительный документ, в котором указать создать силы и средства, и они начинают уже жить своей собственной жизнью. А эти силы и средства также должны проходить подготовку. Ваше уполномоченное лицо на решение задач в области гражданской обороны должно разработать программу, разослать ее всем этим руководителям сил и средств, а руководители этих сил и средств по этим программам должны проводить обучение уже своих подчиненных. Кроме того, опять возвращаемся к теме ОМЦ, все руководители сил и средств, иногда их называют НАС, внештатное аварийно-спасательное формирование и так далее, все должны пройти обучение в учебно-методическом центре. То есть, видите, вопрос учебно-методического центра и отрыва людей от производства у нас увеличивается. Понятно, еще раз повторюсь, кто-то видит в этом определенные сложности, и действительно, что люди отрываются от работы, но то, что это должно быть сделано, тут не возникает никаких сомнений. И срок, который дается для этого, 1 год с момента назначения. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это создание резервов. Согласно действующего законодательства, орган местного самоуправления должен создавать резервы 2 видов. Финансовые резервы для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций и резервы материально-технических, медицинских и иных средств для тех же целей и для выполнения мероприятий в области гражданской обороны. В большинстве муниципальных образований данные моменты выполнены, успешно решаются. Единственным нареканием обычно бывает то, что не всегда определена номенклатура и объем материальных средств, которые закладываются в резервы. То есть просто пишут создать резервы для того-то, для того-то, и не прикладывают простую ведомость или табель, что для решения той или иной задачи требуется того-то столько-то, того-то столько-то, того-то столько-то. Плюс ко всему, согласно законодательству, должен быть распорядительный документ, который определяет порядок и место хранения этих резервов, их освежение, порядок их привлечения, использования и так далее. Для того, чтобы все было прописано и все было предельно ясно. Где, кто, по какой причине может забрать, как воспользовать, как вернуть в случае, допустим, естественного износа или еще чего-то, как освежить, обновить, восстановить и так далее. Вот, в принципе, все основные вопросы, которые... Вообще, вопросов в области гражданской обороны достаточно много, можно разговаривать, излагать. Еще раз повторюсь, что всеми этими объемом знаний должны обладать ваши уполномоченные лица на решение задач. От степени их подготовки, от их личных качеств, от их знаний, которые у них имеются, зависит успех и выполнение вами своих обязанностей, и вообще ситуация с чрезвычайными ситуациями на территории ваших поселений. Поэтому еще раз обращаю внимание, что основной акцент можно и нужно сделать на это. Как будут работать ваши кадры, такая будет у вас ситуация на территориях. Из личного, скажем так, общения, сколько я ездил по республике, наверное, наиболее подготовленными сейчас являются это уполномоченный в Кяхтинском районе, Ванчиков Алексей, не помню отчество, и достаточно сильная команда в Северобайкальском районе. Там 2 человека, и эти 2 человека достаточно успешно решают объем задач, которые на них возложены. Именно потому, в том числе, что их 2 человека, не один. Вот. В Заиграевском районе, говорят, достаточно сильные уполномоченные. По всем остальным районам, конечно, нужно знания уполномоченных подтянуть. И еще такой момент есть. Республиканское агентство гражданской обороны в целях облегчения работы уполномоченных выпустила образцы документов типовые, которые эти уполномоченные должны составлять, заполнять,
рассылать, утверждать и так далее. Периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, что законодательство меняется, а вот эти образцы не совсем. Поэтому, когда ваши уполномоченные будут работать над решением задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС, пусть они особый упор делают на контроль изменений действующего законодательства. То есть мало руководствоваться этими документами типовыми, может быть это и проще, но нужно все-таки знать законодательство и руководствоваться им. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Уполномоченный это имеет наш начальник ГОЧС, да? Да, ваш начальник ГОЧС, и, кстати, да, такой момент, хорошо, что подсказали. В некоторых районах до сих пор начальники ГОЧС называются начальниками штабов ГОЧС или существуют штабы ГОЧС. Штабы гражданской обороны ликвидированы постановлением правительства в 1996 году. Поэтому, если кто-то до сих пор называется штаб ГОЧС, это значит, он просто по накатанной пользуется теми документами, которые были еще в 90-е годы. Нет сейчас такого понятия. Сейчас есть уполномоченный работник. Еще вопросы? Я как бы и в старой гвардии я уже участвовал в гражданской обороне, но еще в советское время. Я хочу вот еще сказать. А вот эти все, значит, силы, средства, материально, там, это где приобретать, за какие деньги? Это как бы хороший и стандартный вопрос, который задают все главы муниципальных образований. И то, что мы, когда говорили про систему оповещения, уже было понятно, что тоже можно задать этот вопрос, где взять деньги на все это. К сожалению, я не являюсь финансовым распорядителем, я осуществляю контроль и надзор за выполнением законодательства. И я точно знаю, что законодательство требует решения вот этих вопросов. Согласен, что ваш вопрос отчасти имеет право на существование, но я могу вам сказать только так, что эти все мероприятия должны быть выполнены. Они покормили солдатами вопросы, бой нельзя отправлять. Согласен? Должен цели задачи и результат своей работы. Еще вопросы? Все, я понял. Александр Ильич, Мегафоны раздали и все. телефоны раздали? Нет, мегафоны раздали. Кстати, сразу поясню, решите. Мегафоны не являются элементом системы оповещения. Да. По крайней мере, так можно сказать. Все, вот этого проблему может решили все. Спортивных соревнований используют. Да, либо мегафоны, когда уже система оповещения сработала и нужно управлять людьми в конкретной какой-то местности при погрузке на автобус, вот там мегафоны вам в помощь. Вы сказали, что ваш функционал это надзор, да? А вот статья в КАПе, по-моему, при вынесении административных взысканий, наложении штрафов, ввели же недавно, в прошлом году, норму о том, что если руководитель учреждения давал заявку на проект бюджета, на финансирование своих мероприятий, но она была отклонена ввиду дефицита и так далее, не была принята полномочными должностными лицами либо советами депутатов, то вы, это является как бы смягчающим обстоятельством. Там написано так, что мы должны учитывать финансовое состояние и так далее. Да, такая... И вот подачу заявки на финансирование проекта, бюджет следующего года. То есть вы в предписании не штрафой можете оставить? Нет. Здесь ситуация немножко другая. Как на практике сложно? Уже год-полтора прошло. На практике, видите, в этом плане мы этой частью не совсем пользуемся по следующей причине. У нас в административном кодексе есть две статьи, 20.6 и 20.7. И обе статьи наказания по обоим статьям выносит мировой суд. То есть решение принимает уже он. Мы составляем протокол и направляем все материалы в мировой суд. А дальше уже как мировой суд решит. Если он примет все эти объяснения и пояснения существенными и достаточными, то он принимает одно решение. Если нет, то другое. А как в плане того, что я вот норматив именно какой не знаю, вот, допустим, если, допустим, бюджет того или иного района составляет порядка, так образно скажем, что 500 тысяч, да, а мероприятие для того, чтобы исполнить, является миллионом. То есть бюджет района не может, заявку также представили, пока отклонена, но при том, что весь полностью бюджет, соответственно, никакого глава не может. Это обязательно первая, вторая статья, ну и, соответственно, коммунальные услуги. Да? В этом случае все равно, в любом случае материал отправляется на рассмотрение мирового суда.
То есть у нас по законодательству четко прописано: должностное лицо надзорных органов в случае выявления нарушения составляет протокол, составляет и направляет в мировой суд. А дальше уже каждая из сторон в мировом суде приводит свои доводы, объяснения, Ну, и показывают все эти заявки. документы, имеет полное право представлять в полном объеме. Да. Еще вопросы? У меня еще один такой вопрос, частного характера. Ну, в свете последних мировых политических событий, да, обострение санкций, война в Сирии и так далее, чувствуется, что есть повышенные требования к организации гражданской обороны и так далее. То есть в целом по России. Или это только на Западе, или это все-таки до вас доходит только, до простого рядового жителя это не доходит, мы не ощущаем. Вообще вот эта мировая обстановка обострения, оно в плане повышения требовательности к гражданской обороне, к предотвращению ЧС, техногенного характера, ужесточается или нет? Я скажу так, что действующее законодательство, которое сейчас у нас действует в Российской Федерации, оно предусматривает выполнение мероприятий гражданской обороны независимо от политической мировой обстановки. То есть Но если на 100% выполнять все требования, которые требует у нас законодательство, то все все должно быть нормально. Да. И еще немножко добавлю на ваш вопрос. В данный момент, за последние 2-3 года, вот как раз когда начались вот эти все обострения, существенных изменений в законодательство внесено не было, что может тоже определенным образом на что-то влиять. Спасибо. Спасибо вам. Так, далее Николай Сергеевич Березовский об обеспечении публичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов населения городского округа. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые главы, участники семинара. Меня зовут Березовский Николай Сергеевич. Являюсь государственным инспектором Республики Бурятия по пожарному надзору. В общем, начну с того, чтобы вы понимали, да, что МЧС, в целом министерство, состоит из 3 надзоров. Вот предыдущий выступающий затронул вопросы обеспечения гражданской обороны, надзор в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуации. И отдельная структура – это уже государственный пожарный надзор, тоже входит в состав МЧС. Значит, на органы местного самоуправления очень большое количество различных обязанностей возложено, в том числе выполнение первичных мер пожарной безопасности. Это написано в 131 законе отдельной строчкой. У нас на территориях районов имеются инспектора пожарного надзора. Это 1-2 человека в каждом районе. В общем, оптимизация она и нас очень так сильно затронула. Поэтому можно сказать, что в принципе федеральную составляющую, то есть МЧС, представляет только 1-2 человека в районе. Вот это как раз государственные пожарные инспектора. Пожарные части, расположенные в районах, они все относятся к республиканскому агентству ГОЧС. Они не являются МЧСовскими, да, пожарными частями, которые у вас в районах. Это руководитель там Аникин Валерий Евгеньевич сейчас представляет агентство ГОЧС. Для чего я это говорю? Мне сказали, что тут будут главы, которые недавно избраны, да, в том числе. Поэтому я нацеливаю на то, чтобы у вас, чтобы вы знали наших инспекторов. Если наш инспектор, значит, не знает главу или глава не знает нашего пожарного инспектора, то это уже как бы недоработки. То есть мы за то, чтобы было взаимодействие между нами. Значит, это обязательно нужно. Почему? Например, со стороны органов пожарного надзора ваш адрес, наш инспектор обязательно должен предоставлять информацию пожарную, сколько там с начала года сгорело, бытовых пожаров произошло. Мы будем говорить только о бытовых пожарах и о защите населенных пунктов, потому что лес, пожары в лесах — это, значит, агентство лесного хозяйства, это не наша структура. Должен государственный инспектор по пожарному надзору постоянно информировать вас о пожарной обстановке в районе, давать вам предложения по ее стабилизации обязательно.
давать вам анализ причин возникновения пожаров, из-за чего в основном возникают пожары, там, допустим, зимний период, да, печи топят, электрообогреватели используют. Все эта информация у вас должна обязательно приходить. Если такой информации нет, значит вы можете в управлении пожарного надзора смело жаловаться на наших сотрудников. Значит, с вашей стороны необходимо наших инспекторов приглашать на проведение сходов, допустим, с населением, да, для того, чтобы они информацию доводили до населения о мерах пожарной безопасности. Вместе можно работать над разработкой противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров, допустим. Да. По инициативе нашего сотрудника вами может вводиться особый противопожарный режим, отдельным распоряжением или постановлением особо устанавливается противопожарный режим. Далее поговорим об этом чуть позже. Это все вопросы взаимодействия, так как наши инспектора, они кроме того, что надзирают, да, они еще и профилактировать должны. Это взаимодействие прямое. Еще есть взаимодействие надзорное у нас. То есть осуществление проверок в области пожарной безопасности. Государственные инспектора осуществляют либо плановые, либо внеплановые проверки. Предыдущий выступающий об этом не говорил, я вам просто коротко скажу. Плановые проверки, согласно 131 закона в области пожарной безопасности органов местного управления, проводятся не чаще одного раза в 2 года. В 131 законе написано, не чаще одного раза в 2 года плановая проверка. Вот у нас на 2017 год запланировано 51 поселение в республике проверить в области пожарной безопасности. Этот план проходит процедуру согласования в прокуратуре, уже прошел и размещается на сайте прокуратуры Республики Бурятия. Кроме этого, по плановым проверкам вроде бы все понятно, да? По внеплановым проверкам еще 4 вида внеплановых проверок может проводить наш инспектор. То есть просто так он к вам прийти не может. Первое, это если поступила жалоба, допустим, да, какого-то характера, например, пожаловался, такой один из наиболее частых вопросов, да, гражданин пожаловался на то, что у него горел дом, значит, пожарная машина его тушила и не могла нигде заправиться водой. На полномочия органов местного управления возлагается это обеспечение наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов. То есть, если отсутствуют пожарные водоемы, соответственно, нечем тушить жилые дома. Но если приходит такая жалоба, наш инспектор обязан выйти, разобраться, то есть прийти к вам с неплановой проверкой. Значит, такие проверки проводятся только по согласованию с прокуратурой и только по разрешению прокурора республики. Вы тоже можете это себе пометить. То есть, если получено разрешение прокурора республики, тогда наш инспектор может на жалобу провести внеплановую проверку. Прокурор района, ваш местный прокурор, не имеет права выносить требования на проверку органа местного управления. Согласно, не так давно, в принципе, эти изменения вышли, только прокурор республики может санкционировать внеплановую проверку органа местного управления. В принципе, еще, кроме этого, внеплановые проверки могут быть организованы по требованию Генпрокуратуры, такое у нас ни разу не было, слава богу. Значит, и внеплановые проверки могут быть предусмотрены по поручению правительства Российской Федерации. Вот такие проверки у нас очень часто бывают. И проводятся такие проверки перед началом пожароопасного периода. То есть зима заканчивается, значит, начинают гореть леса. И вот такие внеплановые проверки проводятся с целью выяснения готовности населенных пунктов к лесопожарному периоду. Ежегодно, значит, подписывается вот такое поручение правительства, и ежегодно наши инспектора приходят к вам и, значит, уже спрашивают, какие, значит, мероприятия выполнены по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Коротко, где написаны вообще все полномочия, это закон, ваши полномочия, которые мы проверяем. Значит, это закон о пожарной безопасности, номер 69, статья 19.
69 закон, статья 19 о пожарной безопасности. Дальше, полномочия ваши написаны в статье 63, ну там они перекликаются практически то же самое, Федерального закона номер 123, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. И третий документ – это правила противопожарного режима. Они обязательны для исполнения для всех граждан, юридических лиц и органов власти. Это правила противопожарного режима. Там есть отдельный раздел противопожарная защита населенных пунктов. Небольшой раздел, буквально 2 странички, там написаны все необходимые требования. Ну, коротко, если по ним пробежаться, что именно проверяется в ходе проверок. Это, как я уже сказал, создание источников наружного водоснабжения. То есть пожарные водоемы, это искусственные, значит, если есть ну, в городе, допустим, пожарные гидранты, в селах пожарные водоемы, если есть естественный водоем, то необходимо устройство подъезда пожарной машины к естественному водоему, устройство пирса. Вот эти вещи, на это обращаем внимание. Далее, на оповещение населения о пожаре. Вот здесь вопрос такой интересный. Есть требования о том, чтобы все населенные пункты имели оповещение о пожаре. Конкретно законодатель нигде не указал, каким оборудованием должно осуществляться это оповещение. То есть сирена там какая-то должна быть и так далее. Все вообще на ваше усмотрение, лишь бы это было организовано и слышно людям, что, допустим, возник пожар, необходимо там принимать какие-то меры. Дальше, на что обращаем внимание. Информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации проведения собраний населения, сходов, об этом я тоже уже сказал. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, создание условий для организации добровольной пожарной охраны. Вот здесь тоже вопрос, который часто мы обсуждаем. Дело в том, что государство не может предусмотреть пожарные части, тем более федеральные какие-то, в каждом населенном пункте и защищать там пожарными частями даже отдаленные, допустим, там какие-то села и так далее. Поэтому существует федеральный закон номер 100 о добровольной пожарной охране. И федеральным законодательством переложено полномочия, чтобы создавались в населенных пунктах добровольные пожарные формирования, именно в населенных пунктах. Здесь, наверное, бы вам больше пояснил как раз Республиканское агентство ГОЧС, потому что именно они передают в ваш адрес пожарные автомобили, а с вашей стороны там подбираются люди, которые работали на этих пожарных автомобилях, как добровольная команда, да, и с вашей стороны должна обеспечиваться там наличие бокса, где этот автомобиль должен храниться. По поводу административных санкций. Все это по пожарной безопасности предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях статьей 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». Там несколько пунктов, определенные цифры там по штрафам, да, по поводу того, что вы задавали вопрос предыдущему выступающему, что если, допустим, не хватает средств на финансирование, а требования существуют, то вот в области пожарной безопасности инспектор, он обязан составить протокол. Мы по пожарной безопасности не направляем материалы в мировой суд. Это вот по линии ГОЧС, они в мировой суд, и там он уже решает. А у нас инспектор обязан составить протокол. Но если, вот как вы правильно сказали, имеется подтверждающая документация, что у вас не хватает средств, и вы направляли об этом заявку, вышестоящие органы и так далее, всех проинформировали, документально это подтвердили, согласно статье, я вам скажу, какая статья кодекса 24.5, 24.5, Кодекс об административных правонарушениях. Статья 24.5. Согласно этой статье, вот как раз инспектор пожарного надзора должен, получив от вас эти документы, сам же должен и прекратить это вот дело об административном правонарушении.
тут уже никакой суд, ничего, сам инспектор решает. Вы должны об этом знать, потому что рано или поздно взаимодействие вот такое вот все равно произойдет, там инспектор пожарный придет, вы будете какие-то вопросы обсуждать, должны быть в курсе своих прав. Можно уточнить? Да, вопрос? конечно. Допустим, вот это как протокол он сначала пишет, он же заполняет все равно, или протокол он не пишет, но, соответственно, посмотрев документы, а что ему тогда прекращать? Смотрите, это... Просто вот интересно, для того, чтобы хотя бы, допустим, директор одного учебного образования, допустим, до школы, он получил предписание, он все предоставил, потом через неделю пришли опять могли, он же как-то должен вот этот документ, копию для себя оставить, что да, действительно проверка была, соответствующему инспектору была разъяснена и представлена тайная копия, да? Согласен. Смотрите, у нас порядок, да, проверки, он четко там расписан, ни влево, ни вправо, никуда не уйдешь. Инспектор вообще, когда приходит, да, он обязан составить предписание, если, конечно, имеется нарушение. Предписание он составляет в любом случае. И оно остается предписанием в любом случае, оно не аннулируется, аннулируется только протокол, понимаете? Предписание остается, и там стоят сроки выполнения. То есть, может быть, деньги когда-то появятся, да, и эти мероприятия должны будут быть выполнены. Предписание остается в обязательном порядке. Протокол наш инспектор обязан вынести, в случае выявления нарушений. То есть, если наш инспектор протокол не вынес, то, соответственно, прокуратура проверяет, его увольняет. Все. Это тоже по закону. И именно с этим, видимо, связано, да, что уже законодатель разобрался, уже не первый раз такое было, что средств не хватает у органов местного управления. И поэтому инспектор, который обязан вынести протокол, он становится обязанным его же и прекратить, понимаете? Он протокол выносит, но это... Вынести его он должен обязательно, этот протокол. Он не может этого не эта вынести. копия протокола все равно оставляет у директора, да? Да. И по этой пункту 24.5 он прекращает. Да, выносит постановление о том, что тоже выносит этому сначала протокол выносит, что зафиксировано, да, а потом в постановлении обычно пишут уже штраф, сумму. Но в данном случае, если вы покажете все документы, что вы работали над этим вопросом, принимали все усилия, но у вас не хватило денег, да, и вам их не выделили, инспектор выносит постановление уже, и в этом постановлении пишет не наказывать в соответствии вот с этой статьей и дело прекратить. Вот так должно быть дальше. Для того, чтобы юридически вот эти формальности все Это уже гарантировано, что протокол будет составлен. если он выявил нарушение, то он... Почему предписание, сроки после невыполнения протокола? Это понимаете, вот я лично за, наши инспектора за такой порядок, но законодатель придумал другой порядок, установил другой порядок. И вот как вы говорите, за вновь выявленные нарушения, да, в первый раз выявленные, не наказывать, никого не предупреждать. Сейчас в кодексе это требование ввели, но только для частного бизнеса, только для индивидуальных предпринимателей. Мы тоже думали, что это для всех ведут, когда проект закона был, нам сказали, что все, теперь первый раз выявил нарушение, предупредил. Никого не трогаешь, никого не наказываешь. Но в законе получилось так, что в итоговом варианте, что это касается только индивидуальных предпринимателей, частного бизнеса. Поэтому мы остаемся, как правило, у нас давно уже нет такой палочной системы. Инспектора, в случае, если статья позволяет вынести предупреждение, мы выносим предупреждение. Не все статьи, допустим, просто нарушение требований пожарной безопасности, например, неорганизованное обучение населения, да, мерам пожарной безопасности. Можно предупреждение вынести, подсказать вам какую-то методические рекомендации дать, чтобы вы это организовали работу. А если, допустим, отсутствует пожарный водоем, то в кодексе только штраф, там не указано предупреждение. Поэтому мы в одном правовом поле находимся и вынуждены принимать меры в соответствии с кодексом. Наверное, я не буду, тут очень много информации у меня. Может, есть вопросы какие-то?
пожарного. Минимальный размер штрафа. Минимальный размер штрафа. Скажу. Потому что его жуткий Вот по статье 20.4 нарушение требований пожарной безопасности. Это либо предупреждение, либо штрафы на должностного лица от 6 тысяч рублей, на юридическое лицо от 150 тысяч. Тут все зависит от того, значит, чья вина устанавливается. Либо это должностное лицо что-то там не выполнило, либо это как в целом орган местного управления, от которого зависит, тогда юридический штраф. Еще вопросы? Можно вопрос? Как у представления информации вот, по пожарной установке периодичность какая должна быть? От нашего инспектора? Да. Ну это нигде ничем не установлено, да, вот это. Но вот как правило, допустим, глава района проводит совещание. Ну, раз в неделю собирает там всех, правильно? Я это говорю по главу в целом района, да, не поселения. Собирает там всех представителей, в том числе силовые структуры, правоохранительные структуры, там, коммунальщики, все. Раз в неделю. Мы, как правило, даем задачу, чтобы раз в неделю приходила информация, что изменилось, что сгорело, на что обратить внимание, какой анализ причины возникновения пожаров и так далее. И не только информация должна приходить, но и предложения с нашей стороны. Инспектор должен написать предложение, как в дальнейшем поступать. Может быть, какой-то законодательный акт издать ваш нормативный, для того, чтобы повлиять на ситуацию с пожарами. То есть это с нашей стороны предложение должно поступать. Так, еще вопросы? Какие системы оповещения, допустим, по-разному толкуют. Вот сейчас вы сказали о том, что не сказано нигде в законе о том, что именно ЧЭП, это либо отдельно специальная сирена должна быть. Вот, допустим, у нас в одном населенном пункте у нас стоит рельс и молоток. Оно является вроде бы по некоторым, вот именно пожарный надзор, что нельзя, говорит, обязательно говорит, надо покупать это оборудование, которое где-то порядка 50-70 тысяч стоит. Значит, сразу, как я изначально сказал, сейчас повторюсь. Я просто рельсы могут быть? Повторюсь, что такого прибора, да, который требуется законом, нету. В законе написано, должно быть обеспечено оповещение населения о пожаре. Все. Значит, поэтому субъективный подход используется. Если вы по этой рельсе постучите, а инспектор будет в 100 метрах стоять, да, и ничего не услышит вместе с вами. Он не проводит проверку один, обязательно проводится с представителем органа местного управления и так далее. И, ну, и, соответственно, укажет вам на то, что, ну, что вы сделали. Это. Ну и потом, наверное, обязательно должно быть должностное лицо, которое ответственно, да, за передачу сигнала вот это, и так далее. Но все это вот субъективный подход получается. Раз законодательно не закреплено, рельсы, не рельсы, может быть, вот эта громкоговорящая связь, которая рупоры, да, может быть, на столбе установят что-то там по возможности. Каждый, наверное, это и сделано из-за того, что финансовые возможности у всех, не только поселений, но и вообще по всей России, у регионов абсолютно разные возможности финансовые. Поэтому нет такого жесткого требования. Хорошо. Спасибо, Николай Сергеевич. Спасибо, что вы откликнулись, пришли к нам. Так, я, наверное, должен вам дать координаты управления пожарного надзора. (21 77 88) телефона 21 54 58. Какую-то информацию, может быть, там разъяснительного характера, консультацию, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Так, коллеги, мы час еще продолжаем или кофе-брейк, паузу? Кофе-брейк, я сейчас сброшу. Кофе-брейк. До свидания. До свидания. Или час еще терпим, или же у нас еще два выступающих. Может, закончить? Или 5 минут.